11-й избирательный спор оказался продолжением самого первого возникшего спора. Как вы помните, партия Кыргызстан была в центре скандала, когда в последнюю минуту для сдачи документов в Центральную избирательную комиссию явился представитель партии, не зарегистрированный в качестве уполномоченного лица. Тогда Центральная избирательная комиссия отказалась принимать документы для регистрации списка кандидатов. Напомню, что тогда административный суд обязал Центральную избирательную комиссию принять документы от политической партии Кыргызстан, и она смогла принять участие в выборах, где заняла третье место по количеству набранных голосов. После регистрации политической партии это решение Центральной избирательной комиссии было обжаловано в суде неправительственной организации, которая утверждала, что Центральная избирательная комиссия нарушила закон, так как суд обязал Центральную избирательную комиссию просто принять к рассмотрению документы, но не постановлял безоговорочно регистрировать партию. Пока длились судебные тяжбы, прошли парламентские выборы, по результатам которых партия Кыргызстан заняла третье место по количеству набранных голосов. Однако 5 октября в стране произошли известные нам всем политические события, на следующий день после которых Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Также и административный суд вынес решение в пользу истца, постановив отменить предыдущее решение Центральной избирательной комиссии о регистрации списка кандидатов политической партии Кыргызстан.